Добрый вечер, уважаемые телезрители. Каждый год 14 ноября отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это честь великого ученого, физиолога Фредерика Бантинга, который открыл в 1922 году инсулин, необходимый для жизнедеятельности организма человека. Сахарный диабетом количество больных, страдающих каждым годом увеличивается. Сейчас насчитывается около 640 миллионов человек, болеющих сахарным диабетом по всей планете. В Дагестане насчитывается около 30 тысяч больных сахарным диабетом. У нас 1060 больных, из них 51 сахарный диабет первого типа. Сахарным диабетом страдают еще дети. У нас в районе насчитывается 5 больных. Что же из себя представляет сахарный диабет? Сахарный диабет – это группа эндокринных заболеваний, которая развивается вследствие относительной или абсолютной недостаточности инсулина, гормона инсулина, вследствие чего повышается хроническое повышение сахара крови, способствующее ухудшению углеводного, белкового, жирового и водно-солевых обменов. Причина развития сахарного диабета – это прежде всего экология, наследственная предрасположенность, малоподвижный образ жизни и психоэмоциональные нагрузки, стрессовые состояния. Сахарный диабет делится на 3 группы. Это первый тип, второй тип и гестационный диабет беременных. Имеются другие виды сахарного диабета тоже, сопровождающие другие заболевания эндокринные. Сахарный диабет первого типа отличается от сахарного диабета второго типа, то, что он развивается внезапно, вся симптоматика развивается резко и без медицинского вмешательства заканчивается смертью, смертельным исходом. Риск развития сахарного диабета – это люди, страдающие артериальной гипертонией, это с повышенным уровнем холестерина, триглицеридов, малоподвижный образ жизни. Это прежде всего несбалансированное питание, злоупотребление много сладкого, жирного, мучного. Также способствует сахарному диабету это стрессовые ситуации. Клиника сахарного диабета начинается. Сахарный диабет первого типа, отличие от второго типа, она внезапно развивается. Это частое мочеиспускание, сухость во рту, жажда, слабость, утомляемость. Это все симптомы резко развиваются. И если вовремя не получить инсулин, у больного может развиться гипергликемическая кома, которая заканчивается смертельным исходом. А сахарный диабет второго типа, она развивается постепенно. В течение 3-5 лет может симптоматика не проявляться, только выявляется при определении уровня сахара крови. Клиника еще у больных развивается нервозность, раздражительность со стороны кожи, гнойничковые заболевания. Первое время потери в весе, в последующем ожирение. И со стороны сердечно-сосудистой системы может быть артериальная гипертония, поражение сердца, это миокарддистрофия, заканчивающаяся инфаркт, могут быть инфаркты миокарда. Со стороны нижних конечностей поражение сосудов, которые проявляются болями, чувство парестезии, долго не заживающие раны на стопах, вплоть до разрушения костей, приводящие к ампутации. Гестационный диабет беременных – это развивается во время беременности. Она может исчезать после родов, может остаться. Диагностика сахарного диабета. Для диагностики имеются лабораторные методы исследования. Это простое определение сахара крови капиллярный, это с пальца, биохимия с вены берут. Глюкозотолерантный тест – это нагрузочная проба, при скрыто протекающая в сахарном диабете.
Еще у нас определяется гликированный гемоглобин. Это все обследования у нас проводятся. Дополнительное обследование – это УЗИ, ЭКГ, УЗИ сердца, ЭКГ, эхоэнцефалография, УЗДГ сосудов нижней конечности для выявления осложнений диабета. Сахарный диабет опасен своими осложнениями. Осложнения, оно поражает все сосуды организма. Это со стороны глаз, начиная с снижения зрения, заканчивая до слепоты. Со стороны сердечно-сосудистой системы это инфаркты, миокардистрофии. Со стороны мозга энцефалопатия, заканчивающая инсультами. Изменения со стороны почек, недостаточности почечной, нижних конечностей, изменения. Это диабетические полинейропатии, диабетическая стопа. Самым грозным осложнением сахарного диабета является гипергликемическая кома и гипогликемическая кома. Методы профилактики сахарного диабета – это рациональное, балансированное питание, избегать психоэмоционально стрессовых ситуаций, здоровый образ жизни, надо заниматься физической культурой, парциальной физической нагрузки. Группы риска, которые могут заболеть сахарным диабетом, это гипертоники, это дети, рожденные с больше 4,5 массы тела, 4,5 килограмма, и гипотрофики, рожденные 2,5 ниже. Это люди с ожирением, избыточной массой тела. Лечение сахарного диабета. Лечение в основном сахарный диабет первого типа – это инсулинотерапия, а диабет второго типа в начальных стадиях, если невысокие сахара, это в основном диета. А в последующем уже сахароснижающие препараты вплоть до инсулина, если пероральные препараты не помогают. Есть несколько групп сахароснижающих препаратов. В основном нужен акцент на диету. Это ограничение жирного, ограничение мучного, сладкого. Побольше нужно растительного характера продукты, фрукты. Для того, чтобы не было этих осложнений, уважаемые пациенты больные, посещайте врача каждые 3 месяца. Вы должны посещать врача-эндокринолога. И год один раз хотя бы пройти консультации узких специалистов. Это окулиста, невролога, кардиолога, хирурга. Надо следить за своим здоровьем. Приходите, мы вам поможем во всем. Я желаю вам всего хорошего. Thank you.